Свободный доступ к интернету, как добро и зло в одном флаконе. Люди настолько привыкли к социальным сетям и к виртуальной жизни, что редко задумываются о том, что какой-то комментарий или картинка могут быть признаны экстремистскими материалами и навлечь беду. Незнание закона, терминов и ограничений не поможет избежать ответственности, даже если нарушителю всего 16. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. В первой статье данного закона приводится перечень действий, которые относятся к экстремистской деятельности и на территории Российской Федерации признаются таковыми. Значит, к таковым действиям относятся, среди прочих, возбуждение социальной, расовой, религиозной розни, насильственное изменение основ конституционного строя, либо насильственное изменение территориальной целостности Российской Федерации. Значит, призывы к осуществлению противоправных действий в отношении группы лиц, объединенных по признаку отношения к религии, национальности, языка или объединенной по иному принципу, являющейся социальной группой. В группе риска подростки, те, кто не понимает ответственности за публикации и высказывания в интернете. Законом предусмотрены как административные, так и уголовные наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности. В 2022 году на территории Ингушетии возбуждено 10 административных дел, связанных с экстремистской тематикой. Виновные заплатят штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо их ждет арест до 15 суток. На территории республики также, к сожалению, имеют место быть возбуждение уголовных дел, связанных с публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Это у нас часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет. Значит, в текущем году возбуждено 5 таких уголовных дел в отношении жителей республики. Это факты, связанные с распространением в социальных сетях и на иных источниках призывов к осуществлению насильственных противоправных действий в отношении определенных групп населения. Чтобы не попасть под статью, нужно быть внимательным к своим публикациям в интернете. Нельзя публично призывать к насильственному свержению власти, предлагать изменить конституционный строй России, то есть отделиться от страны. Нельзя мешать людям принимать участие в выборах, насмехаться над религиозными символами, святынями и образами и всем, что потенциально может оскорбить чувства верующих. Запрещено демонстрировать нацистскую символику, проявлять вражду или ненависть к людям из-за их принадлежности к каким-либо конфессиям или социальным группам. Вот у нас был случай недавно. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в последующем было направлено в суд и судом рассмотрено с назначением уголовно-правового штрафа. Одно обвиняемый, значит, дело публикации, который призывал жителей республики осуществить насильственные действия в отношении людей, которые объединены по тейповому принципу, то есть людей определенного тейпа, в отношении них причинять неправомерные действия, в том числе связанные с насилием. Также Уголовным кодексом предусмотрена статья 205.2 «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Наказание за подобное действие внушительное – до 7 лет лишения свободы. В текущем году правоохранительными органами возбуждено подобных 5 уголовных дел в отношении жителей Ингушетии. Зарема Ивлоева, Магомед Даскиев, Новости 24.